рядом сядем. Входит музыка в наш дом в удивительном наряде, разноцветном, расписном, и раздвинутся вдруг стены, вся земля видна вокруг. Плещут волны речки пенной, чутко дремлет лес и луг. Вдаль бегут степные тропки, тают в дымке голубой. Эта музыка торопит и ведет нас за собой. Здравствуйте, мои юные друзья! Что-то как-то вы не дружно со мной поздоровались. Здравствуйте, мои юные друзья! Вот теперь приятно вас послушать. Сегодня я приглашаю вас взглянуть в страну музыкальных звуков, мелодий и инструментов. Веселые мелодии в этой стране называются мажорными, а мелодии грустные, печальные – минорными. Давайте, ребята, вспомним с вами нотки. Кто-нибудь знает вообще, как называются нотки? Звукоряд от до до до, впереди всех нота до. А за нею на горе машет ручкой нотка ре. Молодцы, ребята. Третья нота из 7, безусловно, нотка ми. Молодцы. Нарисована графа, а под нею нота фа. Не си и фа, верно. В огороде есть фасоль, здесь же в нотах только соль. Какие же вы молодцы. Быстро пальцем шевеля проиграю нотку ля, конечно, не все знают нотки. У ребят у всех спроси, как закончить гамму нотой си. Молодцы, ребята. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Отлично. С помощью этих нот музыканты играют на различных музыкальных инструментах. Сегодня на нашей сцене оркестр народных инструментов «Казан-Нуре», художественный руководитель, народный артист Татарстана Расим Ильясов. Давайте поприветствуем наш оркестр. Друзья, открывает нашу концертную программу мелодия Максата Гумерова, вариация на песне Арслана Батыршина «Эй, шофер». Давайте поприветствуем.
Дорогие друзья, сейчас я вам загадаю загадки. Вы отгадаете и не зевайте, очень дружно мне отвечайте. Итак, про музыкальные инструменты. Со мной в поход легко идти, со мною весело в пути. Я и крикун, я и буян, я звонкий, круглый. Молодцы, ребята! Давайте похлопаем, смотрите, как звонко звучит барабан. А знаете, что предлагаю сделать? Давайте мы с вами разделимся на две команды и будем отвечать по очереди. Согласны? Как будет называться ваша команда? Кремль. Кремль? Какое интересное название придумали. Балалайка. Вот мне очень нравится. Согласны? Хорошо, ваша команда будет называться балалайка, а ваша? Гитара. Ноты? Давайте ноты. Ноты и балалайка. Согласны? Отлично. Итак, следующее. Так, тихо, не кричим. Загадка следующая для команды балалайка. Этот струнный инструмент зазвенит в любой момент. И на сцене в лучшем зале, и в походе на привале. Скрипка. Ну, в походе на привале. Конечно же, гитара. Давайте послушаем, как звучит гитара. Давайте поаплодируем, молодцы ребята. А теперь загадка для команды ноты. Движение плавное смычка, в них радость и улыбка. Звучит мечтательный мотив, играет нежно. Молодцы, команда нотки. Ваши, конечно же, аплодисменты. Так, ну а теперь у нас вновь команда балалайка. У него рубашка в складку, любит он плясать в присядку. 40 пуговиц на нем с перламутровым огнем. Весельчак, а не буян, голосистый наш баян, конечно же. Ух ты, давайте похлопаем, ребята. Следующая загадка для команды ноты. Он на солнце заблестит, нежным звуком одарит. В джазе самый первый он золотистый саксофон, конечно же. Давайте похлопаем, ребята, молодцы. Очень весело поет, загадка для команды балалайка. Очень весело поет, если дуете в нее, вы все на ней играете и сразу отгадаете. Не палочка, не трубочка, а что же это? Конечно же, дудочка, курай или свирель. Так, а следующая загадка опять для команды ноты. Сложная загадка, подумайте, пожалуйста. Играет, а не гитара. Деревянная, а не скрипка. Круглая, а не барабан. Три струны, а не балалайка. Кто знает, как называется вот этот музыкальный инструмент? О, какие молодцы! Давайте послушаем. Браво! Прекрасно звучит красавица Домра. Чуть попозже я, конечно же, вам расскажу об этих музыкальных инструментах. А у нас еще одна загадка для команды балалайка. Клара у Карла это украла. Этим Карла она наказала. Что же это такое? Кларнет, конечно же. Как же он звучит? Смотрите, как красиво звучит кларнет. Друзья, ну как вы думаете, какая команда победила? Вы думаете, ноты? А вы думаете, балалайка? Друзья, все загадки отгадали, поэтому победила, конечно же, дружба. Молодцы, ребята. А мы с удовольствием продолжаем наш концерт. И на сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Алина Шарибжанова-Бабаев «Звездный вальс».
Дорогие друзья, ребята, теперь вы точно знаете, что настоящие певицы и певцы могут петь, конечно же, без микрофона. Алина Шарибжанова! Ребята, а сейчас я знаете, что предлагаю нам сделать? Вы помните, как называются ваши команды? Нотки и балалайка. Молодцы, очень звонкое название у всех. Ребята, а давайте подумаем, в каких словах спрятаны нотки. Кто больше слов придумает? Ну, например, дом, речка, фасоль. Прекрасно. Милана, ну это уже имя. А давайте без имен, да, просто слова. Ну тоже отлично. Соль. Домик, отлично. А, тоже была соль, да? Кто сказал дорога? Кто-то тут очень большой молодец. Ну ты молодец. Что? Мимо, но это не имя существительное, а? Лягушка, вот молодец. Что ты придумала? А? Картошка? Лягушка. А, две лягушки, отлично. Какой? Дождь, молодец. Давайте. Мимоза, вот молодцы. Ты тоже какое-то слово придумала? Да, какое? Мишка, вот какое хорошее слово, молодец. А ты какое слово придумала? Сирена, вот это ребята. Какое? Давай, говори. Сила. Ох, ты молодец какая. Доска? Молодец. Просто соль была уже, но ты все равно большая молодец. Кто? Что придумал? Опять сирена, ну что все на сирене? У тебя что? Доширак. Вот какие слова пошли. Тоже неплохо. Какое слово ты придумал? Чика, давайте по очереди. Симметрия. Вот это молодец. Слово так слово. Какое слово у тебя? Река. Отличное слово. Сирень. Прекрасно, красивый цветок. У тебя? Тиктокеры. Ну нет, здесь ноток. Тиктокеры. Нет, здесь никаких ноток. Микроавтобус. Микрофон, кстати, тоже. Ага. Тираннозавр. Рекс. А, вот так вот, буква Р, даже нотка. Прекрасно. Так, ну давайте еще спрошу у вас. И... Ремикс. Ремикс, отлично, прекрасное слово, да. Угу. Микроволновка, молодцы, ребята. Домишка. Ну, в смысле дом, да? Деньги. Ну нет, здесь нотки. Но слово неплохое, конечно. Какое? Микробы. Вот это слово так слово. Лапа? Но это не ляпа же. Буквы, нотки ла нет. Дом. Дом был уже. Да, можно. Давай еще раз скажи. Республика Татарстан. Вот, молодец. Давайте вот на республике мы закончим. Ребята, давайте поаплодируем команде балалайка. Давайте поаплодируем команде нотки. Вы все большие молодцы. А мы с вами с удовольствием продолжаем слушать музыку, правда? Я потом еще спрошу, кто что придумал, а сейчас нужно сидеть как? Тихо и наслаждаться звуками музыки. Итак, Расим Ильясов, парафраз на татарские темы. Соло на Курае, лауреат всероссийских и международных конкурсов Степан Пушин.
девочки, тихо. Все внимание туда. Ребята, сегодня для вас на этой сцене оркестр народных инструментов «Казан-Норе». Степан Пушин. Ребята, а сейчас пришло время немножечко меня послушать и узнать, откуда же и как возникли музыкальные инструменты. Итак, кто запомнил, как называется вот этот музыкальный инструмент? Круглая, не балалайка. Домра, молодцы. Давайте узнаем, откуда же она появилась. Древнеегипетский инструмент тамбур проник в Россию через Персию. В купеческих караванах проехал он все Закавказье. Голос у домры звонкий, схожий с пением бегущего весеннего ручейка. Играет на домре не как на балалайке размашисто всей рукой, не защипывают струны, как на гитаре, а маленькой пластиночкой, плектром, пробуждая каждый звук. Домра на Руси, ребята, попала в самую гущу народной жизни. Особенно по душе она пришлась скоморохом. Звонкая, легкая, маленькая, очень-очень веселая. 500 лет назад домра звучала повсюду. В крестьянской избе, на площадях и в царских палатах. Ребята, но наступили для домры и тяжелые времена. По приказу царскому были собраны все скоморожьи инструменты и запылали многодневные костры. Почти на 200 лет умолкла народная любимица. Представляете, 200 лет не звучала домра.
И лишь в конце XIX века на севере России в заброшенной деревне был найден инструмент с округлой формой корпуса. Никто уж даже не помнил и название этого инструмента, и его происхождение было, конечно же, неведомо. К счастью, этот инструмент попал в руки Василия Андреева, который собирал и изучал старинные русские инструменты, мечтая создать из них оркестр. Именно по найденному образцу, представляете, всего один инструмент сохранился, и была воссоздана русская домра, ставшая ведущим инструментом и наряду с балалайкой занявшая достойное место в оркестре народных инструментов. Друзья, мы с удовольствием продолжаем, и на сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова «От Волги до Енисея». Волги до Енисея, леса, косогоры до степи, Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. По дороге ночной ярко заливается, девки ходят гурьбой, мины улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская мечтательная льется рекой вместе от Волги до Енисея. На камени 6 километров. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея, Волги до Енисея. На камени 6 километров. Вы! От Волги до Енисея. Гармонист молодой, очень старается, над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь привечатая, песня звонкая, шаленая, с грустью вечаная. Волги до Енисея, на камени 6 километров. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Моя Россия, От Волги до Енисея. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. От Волги до Енисея. Что? Леса, косогоры до степи. Россия, моя Россия, от Волги до Енисея. Вместе! Марина Карпова, оркестр народных инструментов Казан-Нуре. Ребята, вы давайте поаплодируем. Ребята, хотите еще немножечко поиграть? Отлично. Тогда опять делимся на команды, да? Команда нотки,
и команда «Балалайка». Замечательно. Итак, для нашей игры достаточно знать название нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си, но еще и нужно знать немножечко название животных и растений. Итак, команда «Балалайка». Вспомните животное, в названии которого есть нота «ре». Рыба. Ну это разве «ре», это «ры». Рыба. Рита. Репа – это животное, точно. Ну, растение неплохое придумали. Ну, очень медленное животное, давайте подумаем. Треска. Животное такое, треска. Здорово придумала. Черепаха. Наконец-то догадались. Давайте поаплодируем команде «Балалайка». Молодцы. Так, а теперь для команды «Ноты» у нас загадка. Назовите растение, в названии которого есть нота «соль» и еще нотка «фа». Фасоль. Ну, это была легкая загадка. Давайте им поаплодируем. Молодцы. Вспомните птичку, в названии которой есть нотка «си». Синичка. Молодцы. А вы вспомните растение, в названии которого тоже есть нотка «си». Сирень. Молодцы. Как быстро отгадывают. Черепаха только немножечко медленная была, да? Отлично. Ребята, тогда следующая загадка для команды «Балалайка». Назовите растение, в названии которого есть нотка «до». Тофина. Так, стоп, сейчас... Нет, небольшую подсказку. Подорожник, конечно, хотел сказать, растет вдоль дороги. Давайте похлопаем команде «Балалайка». Молодцы. А вы вспомните весенний цветок, такой нежный, в названии которого есть нотка «ми». Мелисса? Нет, «ми». В этом растении 3 слога, 3 гласных буквы. Не подсказываем. Мимоза, конечно же, какую сложную загадку они отгадали. Молодцы, ребята, давайте похлопаем в команде «Нотки». Опять у вас победила дружба. Друзья, а теперь, прежде чем мы услышим следующий музыкальный номер, я хочу вам рассказать еще об одном музыкальном инструменте. Принято считать, что первый струнный смычковый инструмент изобрел индийский царь Равана, живший примерно 5000 лет назад. Вероятно, поэтому дальний предок скрипки назывался раванострон. На профессиональной сцене скрипка появилась в конце 15 века, а ее изобретателем был итальянец Гаспар Дофопругар. Самая древняя скрипка, изготовленная им для короля Франца I, хранится в Голландии. А своим теперешним видом, вот вы можете видеть скрипку, и, конечно, звучание скрипка обязана скрипичным мастерам Страдивари и Гварнери. Высоко ценятся также скрипки мастера Маджини. На инструментах, которые изготовили Страдивари и Гварнери, до сих пор играют самые знаменитые музыканты мира. И скрипку, которую они сконструировали, она имеет богатейший тембр и способность наполнять звуком огромные залы. Друзья, слушаем мелодию Ассары. Соло на скрипках Елена Сафронова и Ангелина Сирозетдинова.
Елена Сафронова и Ангелина Сердитинова. Друзья, скажите мне, пожалуйста, а как проще всего получить звук? Без помощи голоса. Похлопнуть, стукнуть почему-нибудь. Абсолютно верно. Ударить чем-нибудь, потому что есть под рукой. История ударных инструментов ведется из глубины веков. Первобытный человек выбивал ритм, используя камни, деревянные бруски и многое другое. В Древнем Египте ребята стучали по специальным деревянным доскам на празднике в честь богини музыки Хатхор. В Древней Греции был распространен кроталон или погремушка. Его использовали для сопровождения танцев на различных празднествах. Играть на барабане можно руками, палочками или колотушками. Барабаны бывают разными по размеру и используются музыкантами в зависимости от того, какой звук надо выбить – низкий или высокий. Друзья, а мы продолжаем наслаждаться прекрасными музыкой оркестра «Казан-Нуры». Сейчас на сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов Амир Ахмадишин. Встречайте, он исполнит для вас татарскую народную песню. Здравствуйте, дорогие детишки. Рады вас видеть. Пожалуйста. Очень веселая, красивая татарская песня для вас. Амир Ахмадишин. Спасибо. Аплодисменты оркестру. Как задумали играть. Спасибо большое вам. Ровно 7 цветов у радуги, и у музыки 7 нот. На земле для нашей радости вечно музыка живет. Друзья,
я приготовила для вас музыкальные загадки. Первая загадка сейчас будет уже не для балалайки, а вот для команды «Нотки». Итак, кто из героев мультфильмов любил петь на пляже под лучами солнышка? Черепаха, с кем она была? И львенок. Молодцы. Плохо знаете, да? Русские советские мультики. Ребята, а теперь для вашей команды, для балалайки еще одна загадка. Кто помог волку изменить голос в сказке «Волк и 7 козлят»? Кузнец, конечно же, молодцы. Следующая загадка вновь в команде «Ноты». Итак, как зовут поющего и самого миролюбивого кота? Ничего, это он там не поющий, это он сейчас в рекламе поет. Леопольд, тоже не знаю такого прекрасного мультика. От улыбки. Вот, ребята, давайте жить дружно, молодец, именно из этого мультика. Так, и еще одна загадка. Какой полевой цветок имеет очень музыкальное название? Колокольчик. Мимоза не очень полевой цветок. Колокольчик, конечно. А теперь загадка сразу для двух команд. Может быть, она сложная, а может быть, вы очень даже быстро справитесь. Итак, на каком музыкальном инструменте играл былинный герой Садко? Гусли, кто сказал? Вот, молодец. Давайте поаплодируем обеим командам. Молодцы, ребята. А сейчас наша встреча уже близится к завершению, ребята. Сейчас я вам расскажу еще об одном музыкальном инструменте. Один из самых популярных и распространенных инструментов в мире – это, конечно же, гусли. Очень распространенный инструмент. Гитара, ребята. Древние люди натягивали на лук 2 или 3 тетивы и с их помощью получали различные звуки. Название гитары происходит от слияния двух слов: сангита, что означает музыка, и персидского тар, что означает струна. Гитара – один из немногих инструментов, на которых звук извлекается непосредственно пальцами. Но иногда играют не пальцами, а пластинкой, медиатором. Свой облик гитара приобрела не сразу. В XIX веке испанский гитарный мастер Антоно Торрес придал гитаре современную форму и размер. Разновидность гитары с 7 струнами называется русской, иногда цыганской. Еще одна разновидность гитары – 12-струнная, с 6 сдвоенными струнами. Она отличается громкостью и сочностью звука. В 30-е годы 20 века появились еще и электрогитары. Ну а сейчас пришло время, чтобы услышать, как звучит оркестр. И в завершении нашей сегодняшней встречи звучат джазовые фантазии на татарские народные темы.
Солисты Диляра Валиуллина и Олеся Пушина. Друзья, а теперь давайте раскроем пошире ладошки и поаплодируем. Для вас сегодня был оркестр народных инструментов «Казан номер». Художественный руководитель оркестра Расим Ильясов. Ребята, скажите, вам понравилось сегодняшнее путешествие в мир музыки, мелодий, инструментов? Отлично! Значит, наше путешествие еще только началось, и мы обязательно с вами еще увидимся. Ребята, я всем желаю самого жаркого, самого веселого, самого плодотворного лета, хорошего настроения и прекрасной погоды. Спасибо. Ребята, всем большое спасибо. А сейчас я прошу всех пройти к сцене и сделать коллективную фотографию. Молодец, садись. Да-да, можно только быстренько сначала встанем, сфотографируемся, а потом будем разговаривать. Так, мальчики садятся. Смотрите, здесь тут несколько ступенек. Ребята, кто-то назад, кто-то вот сюда, кто-то еще ниже, да? Быстренько, быстренько. Кто-то еще ниже. Вот, молодцы. Так, отлично. Оркестр тоже делает очень радостные лица. Молодцы, ребята.